Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами, прошу обратить внимание на то, что у вас у некоторых коллег выключен звук, поэтому я принудительно буду у вас его выключать, не обижайтесь. Если у вас будут возникать какие-то вопросы по ходу моего выступления, то, пожалуйста, включайте звук, задавайте вопросы, а так, если включается звук, то прошу его отключать. Итак, коллеги, сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом проходит анализ всероссийских проверочных работ. Коллеги, действительно, у нас с вами на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года, номер приказа 1139, мы с вами начинаем готовиться к всероссийским проверочным работам. Аналогичный приказ номер 700 есть на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, который фактически является основанием для нас с вами для проведения работы по подготовке к всероссийским проверочным работам. Данный приказ номер 700 у нас является основанием для нашей с вами работы. Фактически вы видите прекрасно на слайде о том, как выстроена единая система от Министерства просвещения Российской Федерации через каждого субъекта образовательной деятельности. А по факту это и учителя, это и родители, законные представители, и обучающиеся. И самое главное, посмотрите, на всех слайдах у нас присутствует такая картинка, которая вот у вас она также отображается. Это самое главное в проведении оценочных процедур, это позитивное отношение к объективной оценке образовательных результатов, причем всех троих участников. Если мы посмотрим более внимательно на представленный приказ номер, повторюсь, 1139 от 16 августа 2021 года, то вы видите, что на уровне Министерства просвещения, то есть на уровне Российской Федерации, у нас с вами отображены установлены определенные сроки проведения всероссийских проверочных работ. Итак, посмотрите, есть предметы, по которым во всех классах в штатном режиме, во всех параллелях проводятся эти всероссийские проверочные работы. Если мы говорим с вами про историю, то мы видим, что это... Сейчас я маркером возьму. Это у нас история 5 класс. В обязательном порядке. Все остальные коллеги у нас с вами история, вы видите, что в ВПР в параллели 6, 7 и 8 классы проводятся для каждого класса по 2 предметам на основе случайного выбора. То есть русский язык и математику пишут все классы, начиная с 4 по 8, а вот историю нашу с вами, она будет случайно выбрана. Итак, получается, но тем не менее у нас с вами остается подготовка на уровне 6, 7 и 8 класса. Но при этом, коллеги, вы все прекрасно понимаете, что ситуация аналогичная с обществознанием, что по факту готовим-то детей мы всех, потому что мы узнаем о том, в каких классах именно будет проводиться ВПР по истории. Непосредственно, вы видите, предоставляется в образовательную организацию через личный кабинет накануне. А вот 5 и 11 классы у нас с вами пишут в любом случае. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим структуру всероссийских проверочных работ на всех уровнях. А перед тем, как перейти непосредственно к структуре всероссийских проверочных работ, я позволю себе провести небольшой анализ, а каким же образом у нас с вами были написаны всероссийские проверочные работы ранее. Итак, коллеги, по факту, посмотрите, на уровне цели всероссийских проверочных работ вы прекрасно знаете, это своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов.
и информирование участников образовательных отношений, педагогов, учеников, родителей о состоянии освоения образовательных программ по федеральному государственному образовательному стандарту. По факту, коллеги, мы все прекрасно с вами знаем, мы в ситуации в ГОС живем уже, в ситуации написания всероссийских проверочных работ живем уже на протяжении 6 лет. 7-й год мы с вами будем писать всероссийские проверочные работы. Вы видите, что количество работ увеличивается, вы видите, что количество классов и предметов увеличивается. Но единственное, наверное, в этом году, по сравнению с прошлым, у нас не произошло никаких изменений, потому что все классы пишут уже те проверочные работы, которые по факту у нас уже ранее были написаны. При этом у нас из года в год появляются образовательные организации, по которым выявлены признаки необъективности. И вы видите, что если они постоянно растут, и вы видите, что если мы говорим про 2018 год, 2019 год, то в 2021 году у нас с вами 29 образовательных организаций были выявлены с признаками необъективности. При этом перепроверка всероссийских проверочных работ, она проводилась в тех образовательных организациях, где выявлены признаки необъективности. Поэтому, коллеги, чтобы избежать этих процедур, необходимо грамотно организовывать проверку. Итак, мы говорим о том, что, во-первых, все вы на сайте Федерального института оценки качества образования видели демоверсии проверочных работ всех классов. Поэтому необходимо, я надеюсь, что вы это уже сделали. Если не сделали, коллеги, то я напоминаю, что всероссийские проверочные работы у нас с вами начинаются по графику с 15 марта. То есть по факту у нас с вами осталось меньше месяца. Но при этом не забывайте, что на последнем расширенном совещании Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олег Александрович Холопов обратил внимание на то, что не стоит затягивать проведение всероссийских проверочных работ, особенно мы говорим для выпускников, то есть для 11 классов. Поэтому по факту начала марта у нас уже начинаются всероссийские проверочные работы. Итак, получили вы, то есть увидели вы демонстрационные варианты всероссийских проверочных работ. Коллеги, в этой связи что вы делаете? Вы собираете методическое объединение учителей, особенно если у вас есть молодые, неопытные педагоги, которые работают в школе 1-2 год. Собираетесь вместе с ними и внимательно прочитываете тексты заданий и критерии оценивания. Коллеги, для меня не очень понятно, когда на перепроверку к нам приходят работы, где каким-то чудным образом из года в год, хотя мы регулярно про это говорим, появляются половинки баллов, четвертинки баллов. Я понимаю, что мы хотим мотивировать через отметку всех обучающихся. Но это не значит, что мы должны додумывать за ребенка и выдумывать новые системы оценивания. Они у нас приведены, и мы чуть позже к ним вернемся. Далее. Возможно, в качестве примера посмотреть несколько работ прошлого года, пока вы сейчас, собственно, только готовитесь к проведению всероссийских проверочных работ. Ну, а когда уже будут проведены всероссийские проверочные работы, проверить несколько работ, выявить типичные ошибки и обсудить подходы к оцениванию данных работ, чтобы они были едины в образовательной организации. При этом, коллеги, посмотрите, 3-й пункт. При необходимости, в случае, если у вас выявляются какие-то явные сложности, и вы понимаете, что могут быть задания расценены неоднозначно, то очень даже полезно проконсультироваться с коллегами. Возможно, даже не с предметниками, а, например, с завучем. Ну и по окончании, конечно же, проверки проанализировать результаты, типичные ошибки и наметить пути их устранения уже при дальнейшей работе.
При этом есть определенные управленческие механизмы, я позволю себе пропустить их. Итак, если мы говорим про результаты всероссийских проверочных работ по истории, то посмотрите, динамика успеваемости у нас удивительная. А удивительная в чем она? Она удивительна в том, что 11-классники у нас пишут лучше всех. При этом, к сожалению, ЕГЭ по этому предмету демонстрирует более низкие результаты. Этому есть объективные, есть субъективные причины. Все прекрасно понимаете, что 11 класс у нас очень грамотные, в кавычках, товарищи. Я бы даже сказала, очень продвинутые. То есть люди, которые умеют легко находить различную информацию. И я так подозреваю, и не только я, но и коллеги придерживаются данной точки зрения, что это умение находить информацию приводит к достаточно высоким показателям успеваемости и качества знаний. При этом, посмотрите, у нас идет колоссальный скачок из года в год. Мы эту динамику прослеживаем уже на протяжении 6 лет. У нас идет спад, некий подъем в 6 классе, спад в 7. По прошлому году мы видим 8 класс, аналогичный спад, причем еще больше. Там качество знаний в 8 классе, здесь, к сожалению, коллеги мне не отобразили на презентации. Но в 8 классе у нас был показатель прошлого года 36,7%. А в 11 классе у нас удивительным образом все дети резко вспоминают историю. И пишут, посмотрите, динамика, качество знаний 83%. Ну, хотелось бы в это верить. Тем не менее, когда мы говорим про объективность оценивания, вы прекрасно видите, что, и это наш плюс, нас с вами как преподавателей истории, посмотрите, почти 45% у нас с вами подтвердили свои отметки. О чем мы говорим? То есть это соотношение отметки за предыдущий отчетный период, то есть, например, полугодие, четверть, и за всероссийскую проверочную работу. Соответственно, коллеги, посмотрите, но при этом почти 48% обучающихся понизили свои показатели. О чем это говорит? Данному явлению есть как объективные, так и субъективные причины. Все мы прекрасно понимаем, что если это детки 5, 6 класс, 7 класс, то фактически перенервничали, пере что-то там, да, то есть перепсиховали и так далее. Может быть, где-то что-то невнимательно отметили. Но, тем не менее, тенденция 48% для более взрослых деток, 8-11 класс, она уже несколько пугает. При этом, посмотрите, если мы говорим с вами про общую гистограмму отметок, то мы прекрасно понимаем, что уровень, вот этот вот скачок, там, где рубежные показатели между 2 и 3, то есть чуть-чуть перешагнули на 1 балл, а как иногда у вас бывает по показателю на 0,5 балла, что недопустимо, я повторяю. Но тем не менее вы ребенку рисуете 3. Почему рисуете? Потому что реально 0,5 балла не ставится. Или аналогично 0,25 балла в прошлом году у нас коллеги-историки поставили, и тем самым ребенок получил отметку 4. Ну, наверное, для того, чтобы вот несколько нивелировать процедуру, ситуацию объективности оценивания. Соответственно, коль скоро мы говорим про аналогичные ситуации при переходе с 4 на 5. Здесь, собственно, не буду останавливаться. Вы видите, что средний процент выполнения по России, средний процент выполнения по Республике Коми. Достаточно хорошо мы с вами справились. В данном случае приведены результаты по истории в 5 классе. Но при этом посмотрите, опять-таки же тот же самый 5 класс. И почему-то у нас с вами, посмотрите, дельта, вы прекрасно понимаете, что это разница между результатами весны и осени отрицательная. То есть данный слайд нам демонстрирует что? Демонстрирует он нам следующее. Фактически успешность выполнения всероссийских проверочных работ по предмету, я напоминаю, история 5 класс. Вы помните, что это писали осенью 2020 года, когда дети у нас только собственно, вышли после продолжительного дистанта, и дети у нас написали
ну вот, скажем так, определенным зафиксированным образом. После этого, коллеги, мы с ними проработали год, и весной они нам показывают некий результат. И вот удивительно, коллеги, я уже неоднократно об этом говорила среди историков, что 8 муниципалитетов демонстрируют понижение успеваемости. Чудеса чудесные. И самая большая дельта у нас с вами, почти 25%, это Вуктыл. Самая незначительная дельта – это Усть-Илимский район. Ну и самая позитивная динамика у нас с вами представлена в Сыктывдинском, нет, простите, в Сысольском муниципальном районе. Посмотрите, прирост составил почти 15,5%. Но при этом и показатели достаточно большие, да, то есть почти 97% я буду округлять. Но при этом самый высокий показатель у нас показывает, если по осени, то это государственное образовательное учреждение, региональное подчинение, и образовательные организации города Воркута на весну 2021 года. И если мы говорим с вами про... Если мы с вами говорим про качество образования, образовательной подготовки участников всероссийских проверочных работ, то здесь ситуация выглядит несколько плачевнее. Посмотрите, качество понизили 15 муниципалитетов и плюс государственное образовательное учреждение. Причем самый, опять-таки же, большой скачок с отрицательным значением – это Усть-Илимский муниципальный район. Посмотрите, 23%, снижение на 23%. Далее идет Усть-Илимский район, почти 22%. И 18% – это у нас Карткирос. Коллеги, я вам, когда озвучивала первоначально данные цифры, предлагала провести внутри муниципалитета диагностику. Мы предлагали вам выезд в рамках программы «Мобильный методист», но, к сожалению, мы получили заявочки только от 2 муниципалитетов, причем очень и очень успешных. То есть те, у которых все идет очень ровно. Для нас эта ситуация немножечко непонятная. Но посмотрим, как вы напишете сейчас всероссийские проверочные работы. Надеемся, что та работа, которую вы провели на уровне муниципалитета, ее окажется достаточно для организации на более высоком уровне. Ну и вы видите, что в целом у нас представлена разница, вся выборка – это Российская Федерация и Республика Коми. И вы видите, что качество знаний у нас с вами и на уровне 5, и на уровне 6, 7, 8, 9 и 11 класса. 9 – это те, которые у нас писали, помните, по программе 8. Гораздо. Кроме 11 класса, простите, качество знаний везде ниже. Но при этом в 11 классе, чудным образом, повторюсь, у нас с вами качество и успеваемость выше, чем в целом по России. Наши 11-классники просто уникумы в этом плане. Хочется верить, что мы действительно с ними настолько хорошо отработали, что они смогли показать такой высокий результат. Далее посмотрите, связь между метапредметных результатов с показателями школ по ЕГЭ и ВПР. Вы видите, что она достаточно хорошо демонстрирует результаты, взаимосвязь. Что те, кто плохо пишут в 8 классах ВПР, аналогично также плохо справляются и с единым государственным экзаменом. Соответственно, Людмила, я позволила себе выключить у вас звук. Соответственно, далее, коллеги.
Непосредственно переходим к структуре всероссийских проверочных работ. И тут нас ждет очередной сюрприз. В чем он заключается? Вообще на уровне Российской Федерации было принято решение о том, что почти все всероссийские проверочные работы, продолжительность всероссийских проверочных работ сокращается до 45 минут, то есть до одного урока. Вы помните, что излишние все процедуры пытаются сократить. Соответственно, вы видите, что первоначально, ну как в 5, 6, 7, 8 классах сохранено 45-минутное проведение данных работ. В 11 классе в настоящее время пока не внесены изменения, осталась длительность проведения 90 минут, но посмотрим, может быть, что-то изменится. При этом я напоминаю, что на уровне образовательной организации вы имеете право выбрать формат проведения всероссийских проверочных работ. В чем это заключается? Образовательная организация может обеспечить проведение всероссийских проверочных работ в компьютерном режиме. То есть дети, сидя за компьютером, будут выполнять эти задания. Что это нам позволит? Во-первых, упростит процедуру проверки. Согласитесь, иногда тексты бывают абсолютно нечитаемые, но при этом я напоминаю, что есть обязательное требование. Образовательная организация, выбирая формат проведения всероссийских проверочных работ, утверждает его для всей параллели. То есть у вас не может 1-5 класс написать с использованием ИКТ, а второй на бумаге. Нет. Выбирается для целой параллели. Но при этом 5 класс может писать на компьютерах, 6 класс может писать ручками. То есть это на усмотрение образовательной организации, самое главное, сохраняется параллель. Далее, посмотрите, о чем мы еще говорим. И только в 11 классе у нас остались задания на знание истории региона. Что это значит? Что ни в 5, ни в 6, ни в 7, ни в 8 классе у нас таких заданий нет. Все задания части 2 в этом году у нас посвящены с памятью народа о Великой Отечественной войне. Соответственно, коллеги, все логично, все поясняемо, но тем не менее. При этом я позволю сейчас себе обратиться к сайту Федерального института оценки качества образования, для того, чтобы вместе с вами еще раз посмотреть, какие же изменения у нас произошли во всероссийских проверочных работах. Итак, коллеги, я надеюсь, меня видно. Вы все уже с ними отработали. Тем не менее, я позволю себе буквально. Вы видите, что здесь есть образец проверочной работы и описание проверочной работы. Я позволю себе лишь обратить внимание на следующее. Вы прекрасно помните, что 5-6 классы, особенно 5 классы, это у нас удивительные дети. И вы видели в итогах проверки о том, что у нас дети не умеют, к сожалению, внимательно читать. И сколько бы мы вместе с вами раз не повторили им, что часть 1, задание номер 1, 2, 3, 4, 5, все они посвящены одному и тому же. То есть если мы выбрали с вами в первом задании Древний Египет или шумерские города-государства, то все задания мы должны выполнять, исходя из именно данной темы. Соответственно, коллеги, обращайте еще более внимание. Кроме того, посмотрите, на позициях 5 и 6 могут быть использованы задания одной из двух моделей. 5 класс. Обратите внимание, что ребенок должен выбрать
и выбрать модель номер 1 или модель номер 2 и выполнить и 5-е, и 6-е задание именно в рамках этой модели. Потому что были результаты у нас с вами, особенно и в других классах, когда у нас есть модельность, когда ребенок выполняет задание номер 5 по одной модели, а задание номер 6 по второй модели. Коллеги, вы в этом случае, кстати, некоторые из вас засчитывали это, хотя это считается ошибкой. Далее, вы видите, что действительно 7-е у нас задание посвящено в этом году Великой Отечественной войне. Узнаваемое изображение, иллюстрация, но тем не менее. Поэтому вот на эти моменты в 5 классе обратите, пожалуйста, внимание. В 6 классе на что необходимо обратить внимание? Что аналогично перечень событий, процессов, только если там были темы, то здесь события, процессы. И, соответственно, она также у нас выбирается на несколько заданий. И посмотрите, что на позициях 4-5, аналогично как в 5 классе, 5-6, ребенок должен выполнить оба задания по одной модели. И обратите еще внимание, вот эта ошибочка у нас тоже появляется. Соответственно, карты, вы прекрасно понимаете, что у нас дети обожают в кавычках карты, но тем не менее и изображение ребенок тоже должен обратить внимание. Ну и вторая часть у нас посвящена, как я уже говорила, теме Великой Отечественной войны. Далее. Система оценивания, вы ее все прекрасно знаете. Начинаются проблемы, когда вы оцениваете не ответы с 1 балл или 0 баллов, да, а те, которые критерии оценивания с развернутым ответом. Вот здесь вы стараетесь ребенку максимально помочь. Но данная помощь, она, как правило, как я уже говорила, оказывается такой медвежьей услугой. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно читайте критерии, и если написано, что правильно указаны 2 личности и действия каждой из них, и только тогда ставится 3 балла. Потому что, коллеги, иногда за неполный ответ вы ставили максимально допустимый балл. Что, простите меня за тавтологию, недопустимо. При этом, если правильно указана 1 личность, вы также ставите балл. Но ребенок же нашел, как мне сказал один из преподавателей, молодых преподавателей одного государственного образовательного учреждения. Я говорю, нет, внимательно читаем критерии. И очень размыто, к сожалению, наши коллеги понимают рассуждения общего характера. Соответственно, опять-таки же повторюсь, сядьте, договоритесь между собой, чтобы не было разночтений. Аналогичная ситуация с 7 и 8 классом, буквально позволю себе быстренько пробежаться. Аналогично тут карты у нас с вами, изображения. И задание номер 8 у нас может быть модель номер 1, либо модель номер 2. Ну, а задание части 2, задание номер 9 у нас посвящено с вами, опять-таки же, проблематике Великой Отечественной войны. 8 задание аналогичное у нас с вами. Модели у нас есть, видите, теперь везде. Знаменитые изображения, собственно, анализ текста, авторство данного документа. Причем посмотрите внимательно, задание номер 4, картинки есть, да, все здорово, близимся к ОГЭ, к ЕГЭ. Задание номер 10 мы выбираем. И посмотрите, в задании номер 4, там, где написано «Назовите автора данного документа». И автор, некоторые коллеги у нас, по аналогии приведу пример, написано «Укажите автора», пишет Екатерина, ставят плюсик. Коллеги засчитывают как правильный ответ. Назван автор? Ну, как бы назван. Если нет названия политики, то посмотрите, 1 балл у нас по критериям ставится, если правильно указан автор или правильно указано только название политики.
Например, пишет Екатерина. И вы каким-то чудным образом ставите ребенку 1 балл. Коллеги, у нас Екатерин в истории правительниц было как минимум 2. Это если мы не берем там Екатерину Арагонскую и так далее. Ну, явно, что князь Орлов, скорее всего, это история России. Ну, мы предполагаем. Поэтому некорректно за неправильный ответ ставить 1 балл. Либо ребенок пишет абсолютизм, забыв слово просвещенный. Это аналогично у нас не засчитывается как правильный ответ. Не делайте медвежьи услуги нашим обучающимся. Я понимаю, что они у нас все замечательные, и мы их всех безумно любим, но тем не менее. И, конечно же, последняя – это история в 11 классе. 12 заданий. Как я уже говорила, одно из них, причем, посмотрите, у нас тут и тексты, и нужно, и термины нужно вставлять, и поработать с ним. Ну, то есть аналог ЕГЭ, уже аналог ЕГЭ. И посмотрите, задание 100% взято из ЕГЭ, да, где на соотнесение. Теперь, правда, его там нет, но и карта у нас есть. То есть задания действительно очень разнообразны. Также есть посвященные Великой Отечественной войне задания. А вот на позициях 11-12 у нас опять-таки же включается модульность. И, соответственно, мы выбираем либо модуль 1 и обращаем внимание детей, что нужно выполнять либо модуль 1, либо модуль 2 полностью, либо первый, либо второй. И задание номер 10, которое единственное задание ВПР, поправьте меня, коллеги, если я ошибаюсь, которое посвящено именно истории региона. Укажите одно название улицы любого населенного пункта, находящегося в вашем регионе, которое связано с историей региона или нашей страны. Используя знания об истории, объясните, почему в вашем регионе улица получила такое название. В вашем рассказе должно быть указано не менее 2 исторических фактов. Ну и здесь, я помню, это было задание когда-то давным-давно в 6 классе, и у нас детки писали улица Ленина и все остальное прочее. Улица Громова, если мы говорим про город Сыктывкар, уже непосредственно, да, и так далее. Но здесь у нас есть требования, и для того, чтобы детей направить более внимательно, ну, более скорректировать их ответ, предлагаю обратить внимание на критерии оценивания, чтобы дети знали, что мы будем у них смотреть. То есть правильно указано название улицы любого населенного пункта, находящегося в регионе. Ну, уже ребенок получит 1 из 3 баллов. Смешно для 11 класса, не согласитесь. Далее, изложение содержит исторические факты о происхождении названия улицы, либо его смысловое содержание, при этом фактически ошибки отсутствуют. То есть улица Ленина названа в честь Владимира Ильича Ленина, вождя пролетариата. Засчитаем такой ответ? Ну, да, наверное. Факт происхождения названия улицы, да, факт. Соответственно, ну и сколько у нас там надо? Не менее 2? Ну, значит, не менее второй факт, какой мы, что там, правил страной тогда-то, тогда-то, или при нем там произошло то-то, 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 то-то. Соответственно, задание достаточно легкое. Поэтому, коллеги, для того, чтобы ребенок понимал, что будет оцениваться, еще раз обратите внимание на критерии оценивания, потому что я напоминаю, что 5-11 класс у нас пишут все всероссийскую проверочную работу по истории. Кроме того, коллеги, я остановлюсь на этом, на всероссийских проверочных работах сейчас здесь. Кроме того, коллеги, могу, на что еще хотелось бы обратить ваше внимание. Я прекрасно понимаю, что сейчас в условиях сложной эпидемиологической ситуации у нас очень многое перекладывается на плечи самого ребенка и родителей. Но, к сожалению, мы можем констатировать, что к нам поступает, и к нам, и в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми поступает очень много жалоб от родителей, законных представителей обучающихся, где, коллеги, родители просто кричат о помощи. С чем это связано? Приведу пример. Буквально на прошлой неделе поступил запрос от одной из образовательных организаций
Ну, здесь родителей нет, здесь только преподаватели, поэтому я позволю себе называть вещи своими именами. Поступил запрос от родителей одной из образовательных организаций города Сыктывкара, где родители обратились, где они могут написать заявление, а дальше слушайте формулировку. Первая формулировка о том, чтобы их ребенок не писал всероссийскую проверочную работу. Первая часть была. А второе, где педагогов данной образовательной организации обязали бы снизить нагрузку по подготовке к всероссийским проверочным работам на детей. И там приводился пример. 6 класс по истории. Ребенку задали прорешать самостоятельно. Ну, то есть вот сегодня задают, на завтра 5 вариантов всероссийских проверочных работ. Из рабочей, из рабочей тетради, назовем это так, из сборника. Коллеги, 5 вариантов, 6 класс. За один день. Я понимаю, что мы с вами все профессионалы, и мы с вами... Сейчас я позволю себе вернуться к 6 классу. Мы с вами прорешаем. Для нас это несложно. А вот для родителей шестиклассников оказалось достаточно сложно. Восемь страниц текста. 8 заданий. Понятно, что задания очень похожи. Понятно, что, я так понимаю, педагог пошел на это, собственно, из каких-то, наверное, ему понятных побуждений. Но, тем не менее, в той же образовательной организации четверокласснику задается задание прорешать, уже не из нашей с вами предметной области, но, тем не менее, та же самая образовательная организация. Четверокласснику задается задание прорешать 7 вариантов по биологии. Окружающий мир, простите, 4 класс. 7. Коллеги, это говорится о том, с чего мы начали. В моей презентации этот слайд был. Позитивное отношение к оценочным процедурам. Какое будет позитивное отношение, если мы говорим про то, что у нас дети и родители перегружены? В этой связи у меня к вам только одно предложение. Мы с вами очень долго переживали, в том числе и все предметники, что у нас с вами разные оценочные процедуры. И мы ребенка должны готовить, действительно, были разные типы заданий в рамках оценочных процедур. В ВПР были одни типы заданий, ОГЭ другие, ЕГЭ третьи. Сейчас у нас контролируемые элементы содержания и проверяемые элементы содержания, коллеги, одни и те же. Посмотрите, типология заданий одна и та же. То есть мы должны ребенка научить. И буквально на днях в рамках подготовки к единому государственному экзамену по истории мы рассказывали о том, рассматривали с вами то, каким образом, чему мы должны ребенка научить. У нас есть определенные контролируемые элементы содержания. То есть ребенок должен уметь работать с картой. Так давайте его через урок научим работать с картой. У нас с вами есть контурные карты. Ребенок должен уметь анализировать. Так мы с вами регулярно анализируем. Мы с вами регулярно пишем различные, в том числе терминологические диктанты и так далее. То есть, коллеги, от того, что ребенок прорешает все 148 вариантов всероссийских проверочных работ, а точнее, вы сами прекрасно понимаете, что если вы задаете такие объемы домашней работы, то это делает не ребенок, а делает его родитель. Либо же различные сайты ему в помощь. Поэтому бдительная просьба. И вы сами, и ваш ребенок подходите, ваши дети обучающиеся, подходите к этому процессу более лояльно, скажем так. Итак, завершая наше сегодняшнее, не хочется на такой грустной ноте, коллеги, еще раз обращаю ваше внимание, что перед проведением всероссийских проверочных работ логично пройти с детьми по структуре, напомнить, что у них будет оцениваться, обратить внимание на те блоки, модули, которые есть.
Чтобы ребенок понимал, что если у него есть модуль 1 или модуль 2, или, например, Древняя Греция и все 5 вопросов по Древней Греции. На это, пожалуйста, обратите особое внимание. Еще обратите внимание на то, каким образом необходимо вписывать результаты деятельности, то есть правильные ответы. На аккуратность, конечно же, и на целесообразность распределения времени. Если у вас есть вопросы, коллеги, то готовы буду на них ответить. Если вопросов нет, очень рада была вас всех видеть. Буду готова прощаться. Пожалуйста. Надеюсь, что наша с вами встреча была полезна. А в 5 часов сегодня приглашаем вас всех. У нас будет опыт подготовки к единому государственному экзамену по обществознанию, где мы с вами обсудим еще и последние, буквально вчера внесенные изменения в процедуру проведения единого государственного экзамена по обществознанию. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Танюша. Спасибо. Всего доброго. Ага, да. Оксан, как ты себя чувствуешь? Не стала тебя не спрашивать, не дергать, думаю, господи, ребенок с больничного. Да я перед 7 Г сидела, бля. Силы набиралась. А урок прошел. Они такие, так здорово, спасибо. Вот, ну надо же, сволочь. Ага. Слушай, сейчас 6 В это самое. А чего? Оксана, я уже не знаю, Оксана, если честно, я уже не знаю, что делать. Вчера было, сама знаешь, дистанционно, да? Они у меня как раз вчера были по расписанию. Домашнее задание дано. Неужели непонятно, что нужно его прислать? Я 1 раз в неделю с ними музыкой занимаюсь. Понятно, когда математика, русский, литература, которые, знаешь, 3-4, да, там, естественно, только тех спрашиваешь, просишь, кому нужно, да? Ну, естественно, я сегодня проверила и выставила 2. Как начали писать, Жигулина мне переслала. Вот. Сейчас тебе
Мария какая-то. Здравствуйте, сил нет, мы должны были задание за среду скинуть или принести все домашние работы за среду. Сегодня, почему по музыке поставили 2? Мы бы скинули, если бы знали, что надо скидывать. Оксана, я дура или вообще лыжи не едут? Подскажите, пожалуйста, как попасть к заучу в школе? Записаться, позвонить? Другая Оксана какая-то. Анжелика Леонидовна, сейчас в электронном дневнике увидели 2 по музыке за вчерашний день. Сема расплакался, у нас все написано, но не говорили, что надо отправлять.